Итак, мы заканчиваем тему ангелов, альхамдулилля, очень обширная, очень большая, очень интересная тема, очень полезная, так как это увеличение имана нашего идет. Тот, кто лучше знает ангелов, он старается поступать, вести себя так, чтобы ангелы всегда окружали его. Чтобы ангелы окружали его и просили у его Господа за него, за этого человека, делали дуа. Как приходит во многих хадисах, которые мы приводили прежде, это взаимодействие ангелов с верующими. И мы также сказали, что ангелы даже участвовали в битвах при Бадре, и даже когда битва закончилась, битва Урва, тогда ангел даже Джибраиль сказал, что надо идти на Бану Курайза, на иудейское племя, которые предали пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, и сзади показали путь иудеям. И он сказал: Мухаммад, ты снял свою кольчугу? Он сказал: да, а мы воистину ее еще не сняли. И тебе надлежит идти туда, и показал рукой. Это был Джибраиль алейхиссалям. И также ангелы защищали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И имам Муслим, рахимуллах, приводит хадис со слов Абу Хурайры, ради Аллаху анху, о том, что однажды Абу Джахль, знаете, отец невежества, спросил: собирает ли Мухаммад пыль своим лицом вместе с вами? То есть делает ли он сажда, читает ли намаз около Каабы? Ему ответили: да, он так делает. Тогда Абу Джахль сказал: клянусь аллятом и аль-Уддой, алязубиля, если я увижу, что он делает это, то непременно наступлю ему на шею или изваляю его лицо в пыли. Как-то раз он действительно направился в сторону посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершавшего намаз, и хотел наступить ему на шею. Но неожиданно он стал пятиться и махать руками, и очень сильно испугался. Его спросили с насмешкой: Абу Джахль, а где же обещанное тобой? То есть ты же говорил, что наступишь ему на шею и макнешь его лицом в пыль. И он сказал: поистине между мной и им возник огненный ров, что-то ужасное, и появились какие-то крылья. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: если бы он приблизился ко мне, то ангелы схватили бы его за все части его тела и непременно разорвали бы его. Приводит имам Муслим, рахимуллах, номер хадиса 2797. Это показывает и неоднократно, что ангелы защищали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Иногда в образе разъяренных верблюдов, иногда вот таких ужасных образов представали перед мушриками, и те ничего не могли сделать. Хотя надо признать, что их было больше, сильнее они были, но ничего не могли сделать против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но также ангел защищает не только таких пророков, имеется в виду посланников, но они защищают еще и праведных рабов Аллаха. И это нам еще один повод, чтобы мы становились такими, стремились к этому, обретали силу духа прежде всего, старались на пути Аллаха. И тогда не только ангелы будут нас укрывать своими крыльями, делать за нас дуа, но они также будут защищать. И помогать и приходить к нам. Как приходит, вы все эту историю знаете, Хаджар, это мать Исмаила, ради Аллаху анху, и когда она уже устала бегать между холмами, тогда она услышала голос, услышала и прислушалась и сказала: раз ты мне дал услышать голос, попросила у Аллаха, то покажи мне его и помоги мне. И вдруг увидела около ее сына Исмаиля, алейхиссалям, возник ангел, который начал бить пяткой землю или копать крылом, и оттуда полилась вода, возник источник. И она тогда побежала и начала его собирать. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если бы не ваша мать Хаджар, то сейчас в Аравийской пустыне текла полноводная река. А так, Замзам, если кто-то не знает, это по-арабски соберись, соберись, зам, она вот так говорила, зам, она боялась, что вода иссякнет, потому что, представьте, ничего нет совершенно, тогда никакой Мекки не существовало. Каменистая пустыня, где нету ни растений, ни животных, никого, ни воды. Что ей сделать с маленьким ребенком, слабой женщине, у нее один бурдюк воды и немного фиников, больше ничего нет. И когда она увидела эту воду, то она, естественно, испугалась, что сейчас она иссякнет. Но мы, альхамдулилля, уже этой водой сколько пользуемся, и он не иссякает, и сколько миллионов людей в год пьют из этого источника. И этот хадис приводит имам Ахмад, том 5, 121 хадис. Также ангелы присутствуют на похоронах праведных людей. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал об одном ансаре, который очень любил и уважал, и он делал его нередко знаменосцем своего войска. Это Саад ибн Муаз. И он сказал: это тот, из-за смерти которого закачался трон Аллаха. Открылись небесные врата. На его похоронах присутствовало 70 тысяч ангелов. Сначала в могиле его сильно сдавило, но потом он был избавлен от этих страданий. Этот хадис приводит Ан-Насаи со слов Ибн Умара, ради Аллаху анху, Сахих Сунан Насаи, номер хадиса 1942 хадис. То есть так он ценил этого сподвижника и сказал, что на его похоронах 70 тысяч ангелов присутствовало. Это свидетельствует о праведности этого человека. Но каждый из нас может достичь, потому что чем больше испытаний, тем больше награды за них. И мы в наше время очень сильно подвержены испытаниям. Кто с ними справится, поборет их, иншаллах, его награда будет равна этим испытаниям.
наказанием. Также ангелы укрывают своими крыльями шахидов, погибших за веру. В Сахих аль-Бухари приводится хадис со слов Джабира, ради Аллаху анху, о том, что и вот отец стал шахидом. И вот обезображенное тело моего отца, он говорит, принесли к пророку, саллаху алейхи вассалям, и положили перед ним. Я подошел, чтобы открыть его лицо, но мои сородичи запретили мне это делать, потому что мушрики очень сильно обезобразили, изуродовали лицо его отца, Абдуллы. И тут пророк, саллаху алейхи вассалям, услышал крики плачущей женщины. Ему сказали, что это дочь Амра. Тогда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, почему она плачет? Или не плачь. Поистине ангелы все еще укрывают его, Абдуллу, своими крыльями. Приводит имам аль-Бухари, рахимуллах, номер хадиса 2816. Насколько почетна смерть шахида на пути Аллаха, что даже ангелы укрывают его своими крыльями. И ангелы, алхамдулилля, будут охранять Медину и Мекку от Даджаля. Тоже это все знают, но не лично напомнить, как сказал Аллах Субхану ва Тааля, напоминайте, поистину напоминание есть польза. Когда появится Даджаль, он обойдет все города. Он будет очень быстро двигаться, подобно ветру, который подгоняет облака, но не сможет зайти в два города, это Мекка и Медина. Почему? Потому что у каждого из ворот будут стоять ангелы с мечами, которые будут преграждать ему путь. И передается в хадисе, что он сказал, поистине я антихрист или Даджаль, и уже совсем скоро мне будет позволено выйти. Когда я выйду, я на 40 ночей войду всю землю и остановлюсь в каждом селении, кроме Мекки и благой Медины, ибо эти два города запретны для меня. Как только я попытаюсь войти в какой-нибудь из них, меня обязательно встретит ангел с обнаженным мечом в руке и не позволит мне войти. И поистине на каждой горной тропе, ведущей в этот город, будет стоять ангел, охраняющий его. И Фатима бин Кайс сказала, затем посланник Аллаха передает этот хадис, сподвижница, затем посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ткнув небольшой палкой в минбар, сказал, это благая, это благая, это благая, то есть про Медину. Сахих Муслим передает хадис, номер хадиса 2942. И Аль-Бухари со слов Абу Бакры, не Абу Бакр, а Абу Бакры, это разные сахабы, передает хадис о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, не проникнет в Медину страх перед Даджалем, ибо в этот день в городе будут 7 ворот, и у каждых ворот будет по 2 ангела. Передает имам Бухари, рахимуллах, номер хадиса 7125. Также в другом хадисе имам Аль-Бухари, рахимуллах, передает то, что сказал посланник Аллаха, у входа в Медину стоят ангелы, и поэтому не проникнут в нее ни чума, ни Даджаль. И это объясняет, мы видим, что одна часть слов пророка уже исполнилась, так как в хаджи, если кто был, видел, сколько там миллионов людей со всех концов земли. Каждый своими болячками, вирусами, проблемами, гриппами, я не знаю, сколько болезней там смешиваются этих бактерий, какая должна была чудовищная там смесь и чума образоваться, но, альхамдулилля, еще ни разу там такого не было. Почему? Потому что ангелы охраняют эти города, и туда не проникнет чума. Поэтому, кто бы там каждую секунду, если поедете, или кто был, слышал каждую секунду, минуту, нет такой минуты, чтобы не было слышно или кашель, или чихание, все вокруг кашляют, чихают, у всех сопли текут, но, альхамдулилля, это проходит где-то неделю, 10 дней, 2 недели, и все, человек восстанавливается. Почему? Потому что ангелы охраняют эти города. Также Иса, алейхиссалям, придет в сопровождении 2 ангелов. И от Тирмизи, рахимуллах, передает хадис, в котором пророк, саллаху алейхи вассалям, рассказывая о Даджале, сказал, и в то время, пока это будет происходить с ним, это длинный хадис, на востоке Дамаска, то есть это известно, где Иса, алейхиссалям, не спустится на землю, возле Белой башни не зайдет Иса, и там сейчас есть мечеть. Вот на востоке именно Дамаска, это под Белой башней есть мечеть. Сын Марьям, в 2 желтоватых одеждах, передает посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, положи свои руки на крылья 2 ангелов. Передает имам ат-Тирмизи, номер хадиса 1825. И ангелы также, вот именно на территории Сирия, Дамаск, раньше был назывался Шам, Палестина, Сирия. И пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил, что передает Зейд ибн Сабит аль-Ансари, ради Аллаху анху, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, блажен Аш-Шам, блажен Ан-Шам, блажен Аш-Шам, то есть есть благо в этой местности. Его спросили у посланника Аллаха, почему? И тогда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, это ангелы Аллаха простирают свои крылья над Аш-Шамом, то есть они благословляют эту землю, иншаллах. И также ангелы очень довольны, мы это проходим тему, как ангел взаимодействует с верующими, как они помогают, как они контактируют, приходят, и ангелы очень довольны теми людьми, которые произносят слово «Амин» вслух. И это ответ на тем, кто говорит, что не нужно «Амин» произносить вслух, нужно его про себя. И Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, когда имам произнесет слово «Амин», то есть имам вслух,
когда его слышно, не про себя, а когда произнесет слово «Аминь». Произнесите его и вы, ибо поистине тому, кто произнесет его одновременно с ангелами, будут прощены его прежние грехи. Будут прощены его прежние грехи. Сахих аль-Бухари, номер хадиса 780, имам Муслим, номер хадиса 410. То есть это далиль на то, что не про себя, а вслух нужно. И тогда Аллах Субхану простит тебе твои грехи. И также Сахих аль-Бухари переводит следующий хадис. Если кто-нибудь из вас скажет «Аминь», и ангел на небесах скажет «Аминь», и будут эти два слова произнесены одновременно, ему простятся его прежние грехи. Имам аль-Бухари передает в следующем хадисе 781. Также Сахих аль-Бухари со слов Абу Хурайры, ради Аллаху анху, приводится хадис о том, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал: когда имам скажет «Сами Аллаху лиман хамида», да услышит Аллах тех, кто воздал ему хвалу, говорите «Раббана валякаль хамд», Господь наш, хвала тебе, ибо поистине тому, кто произнесет эти слова одновременно с ангелами, простятся его прежние грехи. Передает имам Бухари, номер хадиса 795. То есть опять мы слышим, как можно узнать, что имам это сказал. То есть он вслух это говорит, и после него мы произносим. Да? Поэтому это далиль на то, что аминь надо говорить вслух вслед за имамом, когда он произнесет, иншаллах. Есть также у верующих, у нас, у мусульман, у му'минов, иншаллах, есть обязательства перед ангелом, и мы должны их исполнять. Ангелы — это избранные рабы Аллаха. Поэтому к ним нужно относиться с почтением и не допускать никакого причины вреда ангелам. Кто-то может спросить, ну как можно ангелу принести вред? Мы его не видим, он намного сильнее. Можно. Каким образом? Недостойным своим поведением, недостойными словами, оскорбительными словами, намеками, шутками в том числе. Поэтому каждый должен следить, каким образом он шутит. Часто очень у нас больше 90% шуток это приводит к тому, что человек зарабатывает грех. Поэтому лучше это оставить. Как сказал пророк саллаху алейхи вассалям, не приближайся к сомнительному и не будешь в хараме. Когда человек шутит, он может легко эту грань перейти, и его шутка будет обращена против него. И Кады Ияд, это известный очень табиаин, Кады был Медины, Кады Ияд, в книге Аш-Шифа сказал: тот, кто скверно отзовется о каком-нибудь ангеле, заслужит смерть. Он говорит, Кады говорит, заслужит смерть, фатва дает, то его необходимо убить, он говорит, казнит этого человека. Не просто поругает, порицает, говорит, ты вот зря так сказал, ты нехороший. Его убить надо, казнить, он говорит, это Кады дает, а фатва Кады надлежит исполнять, подчиняться ему нужно. Однажды, дальше он продолжает, когда один человек сказал другому, что у него лицо, как у разъяренного Малика, Малик, напомню, мы проходили уже, это хранитель ада, к которому будет обращаться неверный. О Малик, воззови своему Господу, пусть он умертвит нас, пошлет к нам смерть. Это в Коране приходит аят. И вот однажды такой человек сказал, что у кого-то лицо было, на его взгляд, некрасивое, и он сравнил его с разгневанным, разозлившимся Маликом. И дальше продолжает. Если бы тем самым он хотел опорочить ангела, то его бы казнили. То есть он просто его сравнил, но он не хотел опорочить ангела. Его когда спросили, допросили, он говорит, нет, я просто этого человека хотел немножечко испугать, как бы, чтобы он свой вид улучшал. Если же он бы хотел унизить ангела, то его непременно бы казнили. То есть за это очень жесткое наказание, и пусть каждый остережется отзываться об ангелах в каком-либо ненадлежащем тоне, не только в дурном, ненадлежащем. Кады я также сказал, это касается тех людей, которые насмехаются, или скверно отзываются обо всех ангелов вообще, или об одном из них, если из текста Корана и общепризнанных достоверных преданий доподлинно известно, что поруганный действительно является ангелом. Джибраиль, Микаиль, Малик, стражники рая и ада, Забания, стражи ада, носители трона, Исрафиль, Ридван, ангелы-хранитель, Мункар и Накир. Но на тех же, если доподлинно неизвестно, что они являются ангелами, человек, если как-то отзовется о них, смертной казни он не подвергается, но все-таки лучше так не делать. И далее Ас-Суюти приводит рахимулла слова: помни, что каждый мусульманин должен с почтением относиться ко всем пророкам, а также к ангелам, и тот, кто каким-либо образом опорочит кого-нибудь из них, сделав это прямо или косвенно, то есть пошутит ненадлежащим образом, станет вероотступником. Смотрите, какие жесткие слова ранних имамов. Не просто один говорит казнит, а другой говорит, он станет кафиром, что тоже приводит его к казни. Они никак не говорят, да, его надо поговорить с ним, это он говорит прямо казнит, или же он будет кафиром, второй говорит. Станет вероотступником, и тот, кто скажет о человеке, которого он считает слишком суровым, он еще более жестокосерден, чем Малик, адский страж. Или скажет о человеке, внешность которого он считает безобразной, он ужаснее Мункара и Накира, станет неверующим, кафиром, говорит. Если же скажет это, намекая на такие пороки, как безобразная внешность и жестокосердие. Это запрещено. Поэтому надо такие темы вообще избегать. Или почтительно, или лучше молчи. Потому что казнить тебя не смогут сейчас в данное время, но ты можешь стать вероотступником.
мир отступником только из-за своего одного слова. И Аллах Субхану именно за такие слова может вернуть тебя в ад на 70 лет пути, о чем предупреждал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Также ангелам ненавистны, неприятны человеческие грехи, непокорность Аллаху, и прежде всего надо поставить многобожие. Когда поклоняется кому-то мертвым, просит у мертвых, делает дуа мертвым, ширк человек залазит, это ненавистно ангелам. Неверие и многобожие, а наибольшее удовольствие для них доставляет и любовь, все то, что человек исполняет, чтобы угодить своему Господу, пытается приблизиться к Нему, преодолевая опасности, и ангелы, как я уже говорил, молятся за этого человека, и они довольны им, и они просят у Господа, чтобы Он помиловал его, окружают его своей любовью и заботой. Поэтому ангелы избегают те места, не входят в те дома, в которых люди грешат, проявляют непокорность Всевышнему Аллаху, или в которых есть то, что ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля, как идолы, изваяния, изображения живых существ, и они близко не подходят к людям, совершающим грехи, как, например, пьяный человек. Около него нет ангелов. Ибн Касир, рахимуллах, сказал: во многих сборниках Сахих, Муснад и Суннан со слов целой группы из подвижников приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ангел не входит в дом, в котором есть изображение живого существа, находится собака или человек, не совершивший полного омовения после супружеского соития или полюции, то есть джунуб, оскверненный. Поэтому каждому необходимо совершать омовение, кто осквернился, потому что ангелы, как он только осквернился, все покидают это место, и они не заходят и не приближаются к этому человеку. Альхамдулилля, если у нас нету изображения живых существ, альхамдулилля, я думаю, все тут сидящие не пьют и так далее, но в таком положении каждый из нас оказывается, наверное, необходимо совершать омовение, чтобы ангелы опять вернулись, зашли и окружали этого человека. Также в другой версии, со слов Асама ибн Дамра, со слов Али, передается изображение живого существа или моча, разлитая моча, не убранная, не помытая, какая-то где-то вот моча, там ангелы тоже не появляются. В версии Рафиа, со слов Абу Саида, ангелы не входят в дом, в котором есть собака или изваяние. В другой версии Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ангелы избегают общества, в котором есть собака или колокол. Поэтому в церквях нету ангелов. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом сказал, что звук колокола им ненавистен. Аль-Бидая ва Нихая в книге передается. Аль-Базар, со слов Бурайды, ради Аллаху анху, приводит хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ангелы не приближаются к трем категориям людей: к пьяному, к человеку, чрезмерно умастившегося шафраном, то есть это совет братьям, которые чересчур миском пользуются, в меру, братья, потому что иногда людям невозможно стоять рядом с тобой, когда ты пахнешь, как весь цветочный магазин. И ангелы тоже, как сказал посланник Аллаха, саллям, не любят это, когда есть резкий запах. Все должно быть в меру. У каждого дела должна быть мера. Также к человеку, не совершившему полного омовения после супружеского соития или полюции, джуннут. Сунан Абу Дауда, со слов Амра ибн Ясира, передается хадис о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ангелы не приближаются к трем вещам, теперь уже вещи. К трупу неверующего, нету там ангела. К человеку, опять приходит, чрезмерно умастившегося благовониями. То есть, смотрите, два у нас иснада есть. А также человеку в состоянии осквернения после супружеского соития. Почти все хадисы на этом сходятся. Поэтому избегайте и скверны, когда человек сам в состоянии джунуб, и чрезмерного, то, что у нас братья иногда грешат этим, на себя полфлакона выльет, потом стирая его одежду, не стирая, она еще год пахнет. Нет, тем самым отгоняет ангелов. Резкие запахи все отгоняют ангелов. И ангелам также неприятно то, что неприятно людям. И достоверно хадисы передаются во многих о том, что ангелам неприятно то, что неприятно людям, это зловоние, скверна и грязь. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Ислам — это чистота. Если вот я бы сказал тут, сравнил бы, мужской туалет, в Аллахе, вот не для женщин сказано, зайти невозможно, братья. А в женский вот поднимитесь, как там он чистый и опрятный пахнет. Мужчина здесь ходит, а ислам — это чистота. За собой не смывают, не чистят унитаз. Так пахнет скверно. Это недопустимо для ислама. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что ислам — это чистота. Так будьте чистолюбивы. Ваш дом тоже должен быть оплотом чистоты. Иногда к мусульманину заходишь, и поэтому страны Европы называют страны ислама валиясу билля. Это они придумали, но в чем-то они правы. Страны третьего мира. Почему? Потому что элементарной культуры нету, гигиены. Руки помыть негде, урны не стоит, нету каких туалетов, никаких удобств нет. Хотя в Европе везде все это давным-давно установлено. У них есть. У нас должно быть. Мы лучшие из общин. Мы должны следить за чистотой. И ангелы не посещают эти места. Им это так
так же неприятно, как и людям. Каждому из нас он воротит нос. Заходишь к мусульманину, смотришь, не надо, чтобы все новое сверкало, пусть опрятное, чистенькое будет, тогда приятно. А то иногда заходишь и просто удивляешь, человек, который называется мусульманином, его поступки, его дела говорят совсем о другом. Аль-Бухари и Муслим со слов Джабира ибн Абдуллы, радиаллаху анху, приводит хадис о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: пусть тот, кто отведал лука, чеснока, не приближается к нашей мечети, ибо поистине ангелам неприятно то, что неприятно людям. Сахих Муслим, 567 хадис. И даже в этом хадисе есть продолжение, что пророк, саллаху алейхи вассалям, выгнал одного человека вообще с мечети, сказал: не приближайся, пока не выветрится вот этот твой неприятный запах. Поэтому каждый человек должен задуматься. И эта тема очень важна. Через нее мы узнаем, что любят ангелы. И значит, человек должен любить, должен к этому стремиться, и этим самым укрепляется его вера, улучшается его иман, его ислам. В конечном итоге приводит к чему? К довольству Аллаха. Все взаимосвязано. Не бывает такое: это мне не нужно. Что там ангелы? Они где-то там, а я здесь. Нет, все связано. Через тебя, ангелы, и с Господом твоим есть связь обязательно. И мусульманин обязан любить всех ангелов и не отдаляться от них. Обязан. И не уподобляться иудеям, которые вывели для себя формулу, что Джибраиль любить нельзя, так как он приносит с собой войны и разруху. И они сказали пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям: если бы к тебе приходил Микаиль, мы последовали за тобой. Но Джибраиль нет. Через него все проблемы, мы его не любим. Нет. И Аллах Субхану сказал: скажи, кто является врагом Джибраилю. А ведь он со изволения Аллаха не извел Куран в твое сердце, в подтверждение истинности того, что было ниспослано до него. То есть истина была Тора, Псалтырь, Забур, потом Инджиль. И Куран подтверждает многие вещи, даже которые они подменили или потеряли. В качестве верного руководства дальше Аллах Субхану говорит: и благой вести для верующих. Если же кто враждует с Аллахом и его ангелами, посланниками, Джибраилем и Микаилем, то ведь Аллах является врагом неверующих, называет их неверующими кафрами и объявляет себя врагом их. Сура Аль-Бакара, 97-98 аят. Вот что касается верующих. Поэтому каждый верующий брат, он очень должен внимательно относиться к своей религии. Не забывать, что если даже из людей никого рядом нет, ангелы присутствуют. И даже если не про ангел думаешь, думай про Аллаха, который тебя видит, слышит, видит в твоем сердце, что ты делаешь, видит твое жилище, что ты скрываешь ночью. Обязательно ты должен быть усердным на пути Аллаха. В Аллахе облегчает Аллах Субхану тому, кто стремится к его удовольствию. Сколько было таких случаев? Проблем тут нет никаких. Ты, главное, немножко постарайся, захоти, сделай, препятствуй свою ленность, препятствуй свое малодушие, маловерие, где-то трусость, будь чуть-чуть мужественно на пути Аллаха, где-то прояви решительность, где-то будь мягче стань, будь терпеливее, и ты увидишь обязательный результат. Обязательно Аллах Субхану не оставит ни одно дело без воздаяния. И давайте посмотрим, как ангелы взаимодействуют с неверующими. И очень часто, когда люди обвиняли во лжи кого-то из посланников и упорствовали, были неверными, Аллах Субхану послал ангела, чтобы наказать их. Хотя он мог сам это сделать, проблем для него нет. Но это как нам назидание, что ангелы наказывают. И ангелы уничтожили, вы знаете все, народ Лута. Знаете за что? За мужеложство. Что сейчас это распространено, эти парады проводятся, это даже почетно, все эти валя-забеля певцы, артисты этим занимаются, а потом мусульманин, который поклоняется своему Господу, припадает сажда, вытягивает свои руки, он смотрит его концерт и сидит, пританцовывает, получает это удовольствие. Валя-забеля, таких, как он, уничтожил Аллах и его ангелы, а ты довольствуешься ими, тебе нравится то, что он творит. Видишь его безобразный облик, выходит в таком состоянии, что кот, наверное, постеснялся бы выходить так, как выходят эти люди, а мы восхищаемся ими. Где же наша богобоязненность, немножко чувство разума? Разве можно восхищаться тем, на кого разгневался Аллах, его ангелы и посланники, и верующие также? И приводится аят: когда наши посланцы явились к Луту, он опечалился и почувствовал, что не в силах защитить их от своего народа. И сказал: это тяжкий день. А почему? Потому что ангелы, и было трое, приняли очень красивый облик, красивым лицом, стройным телом. Именно вот такие мужчины привлекали вот этих вот педерастов. К нему сбежались его соплеменники к Луту, которые уже прежде совершали нечестивые поступки. И он сказал им: о мой народ, вот мои дочери, женитесь же на них, это чище для вас, чем ложиться с мужчинами. Побойтесь же Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели нет среди вас благоразумного человека? Они сказали: ты знаешь, что мы не желаем твоих дочерей. Смотрите, даже ответ какой циничный. И тебе, несомненно, известно, чего мы хотим. Он сказал: если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас, или надежная опора. И тут гости сказали: о Лут, мы посланцы твоего Господа, и они не причинят тебе зла. Сура Худ, 77-81 аяты. Ибн Касир сказал, рассказывает, что Джибраиль, алейхиссалям, вышел к ним, ударил их по лицу краешком своего крыла и лишил их зрения. Говорят, что их глаза полностью провалились
провалились внутрь, не просто лишил зрения, а их глаза провалились внутрь, и от глаз ничего не осталось, просто на лице ровное место стало, даже следов от глаз не осталось. И Всевышний Аллах Субхану по этому поводу сказал: они настойчиво требовали от него его гостей, и тогда мы стерли их глаза. Вкусите же мое наказание и мое увещевание. Сура Аль-Камар, 37 аят. А на утро Всевышний Аллах уничтожил их всех. Когда же явилось наше веление, мы перевернули вверх дном их селений, словно дождь, один за другим обрушили на них камни из обожженной глины, помеченные у твоего Господа. Говорится о том, что этот камень был помечен у твоего Господа. Почему? Потому что когда он попадал на тело этого кафира, тело начинало разлагаться, тут же разваливаться на куски. И это наказание недалеко от несправедливых людей. Дальше Аллах Субхану угрожает тем, кто несправедлив. Такое же наказание недалеко. Аллах говорит, обязательно накажет несправедливых людей. Сура 82-83 аят. Ибн Касир в своем тафсире сказал, Муджахид сказал: Джибраиль подхватил соплеменников Лута, находившихся в это время на своих пастбищах и своих домах. Потом понес их вместе с их скотиной и пожитками и поднял вверх так, что даже обитатели небес слышали лай их собак. И затем опрокинул их вниз головами, а носил он их внутри своего оперения. Это насколько огромный Джибраиль ассалям. Носил он их внутри своего оперения, спрятанного под правым крылом. Всего лишь не все крыло, а правое крыло внутри оперения, целый город поднял. Насколько огромен Джибраиль ассалям, насколько он силен, все. Целое селение со всеми пастбищами, со всеми их посевами он спрятал в оперении своего правого крыла и поднял их так высоко, что ангелы услышали лай их собак, и затем опрокинул их вниз. Вот. А кто сообщил этим жителям о приходе гостей? Жена Лута. Она побежала и сказала, он хотел скрыть, а она побежала и сказала, и за это Аллах Субхану ее также наказал и сделал ее из неверных. И ангелы также проклинают неверующих. И Всевышний Аллах Субхану сказал, Аллах не наставляет на прямой путь людей, которые обратились в неверие после того, как уверовали и засвидетельствовали правдивость посланника, и после того, как к ним явились ясные знамения. Поэтому человек, который выходит из религии ислама, очень трудно ему вернуться, и Аллах Субхану не наставляет его. Почему? Потому что до него донесли истину. Ему объяснили, раскрыли суть, и он отринул это. Он отрицает, и Аллах Субхану не наставляет на прямой путь таких. И Аллах продолжает дальше. Аллах не ведет прямым пути людей несправедливых, их воздаяние проклятие Аллаха, а также ангелов и всех людей. Аль-Имран, 86-87 аят. В следующем аяте Аллах Субхану говорит, воистину на тех, которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, а также ангелов и всех людей. Сура Аль-Бакара, 161 аят. Но ангелы проклинают не только неверующих. Это относится и к мусульманам, которые совершают определенные грехи. Вот давайте посмотрим. Ангелы проклинают тех жен, которые не отвечают на зов своих мужей. Мусульманок, которые не отвечают на зов своих мужей и не идут к мужьям. Сахих Аль-Бухари, со слова Бухурайра, ради Аллаху анху, приводит хадис о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, если мужчина позовет свою жену на свое ложе, она откажется прийти к нему, ангелы будут проклинать ее до самого утра. Передает имам Бухари, 5193 хадис. И в другой версии говорится, или пока она не вернется к нему. То есть, вот когда она вернется к нему, тогда перестанут проклинать. А все это время они будут ее проклинать. Сколько грехов она за одну ночь только может заработать. Ангелы также проклинают тех, которые направляют на своих братьев по вере оружие. Поистине, того, кто направит на своего брата по вере железо, ангелы будут проклинать до тех пор, пока он не уберет его. Даже если это его родной брат от отца и матери. Приводит имам Муслим, номер хадиса 2616. И проклятый ангел говорит о запретности этого поступка. Даже это если в шутку или просто попугает. Почему? Потому что сейчас даже особенно это актуально. Сейчас такое оружие при любом неаккуратном обращении легко стреляющее. И сколько было таких случаев, когда в шутку и дети друг друга убивали, и более взрослые, играясь, убивали друг друга. Поэтому пророк, саллаху алейхи вассалям, предупредил, сказав, что ангелы проклинают этих людей. Даже если родные братья шутят между собой в семье, ни в коем случае нельзя своего брата направлять меч, копье, тем более современное огнестрельное оружие. Ангелы проклинают также тех, которые поносят, ругают сподвижников посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Муджам ат-Табарани, со слов Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, приводит хадис о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, на тех, которые поносят, ругают моих сподвижников, лежит проклятие Аллаха, а также ангелов и всех людей. Но это относится, конечно, к шиитам, потому что они почти всех сподвижников считают кафирами, и пророк саллаху алейхи вассалям предупредил, что на них лежит проклятие Аллаха, ангелов и также всех людей. Ангелы проклинают тех, которые препятствуют исполнению законов
Аллаха. Это очень важно для нас. Почему? Потому что на сегодняшний день мы потеряли нить, фундамент аль-валя валь-бара, о чем мы уже неоднократно говорили. У нас нету любви, ненависти ради Аллаха. Мы любим из-за того, что он наш брат, он наш друг, от него какая-то польза есть, файда, он нам деньги платит, или он нам помогает, знаем, что если в долг надо попросить, у него попросить, и стыдимся ему говорить правду. Нет, надо ради Аллаха. Потому что все, о чем мы перечислили, это от Аллаха к тебе приходит, не от человека. Аллах не захочет, тебе никто никогда не поможет. А если Аллах захочет, ты найдешь оттуда, откуда даже не ожидаешь. Может быть, тот человек, которого ты не подозревал, и иншаллах тебе помочь, и Аллах спонтанно даст тебе выход совсем из другой ситуации. И Суна ан-Насаи, Суна ибн Маджа, слов ибн Аббаса, ради Аллаху анху, приводит хадис о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: расплатой за умышленное убийство является смерть, а на того, кто воспрепятствует совершению возмездия, ляжет проклятие Аллаха, а также ангелов всех людей. Сахих Насаи, номер хадиса 4456. То есть, если умышленно специально убил, надо казнить этого человека. А если кто-то станет на его защиту, тогда он заслужит проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Ни в коем случае нельзя препятствовать, чтобы свершилось наказание Аллаха. Если пришло в шариате, оно должен быть исполнено. А на сегодняшний день обязательно мы, конечно, найдем оправдание. Мы кого накажем? Тот, кто не имеет власти, у кого слово не проходит, бедный его человек. А за богатого, я уверен, большинство людей начнет заступаться, потому что от него есть польза. И дальше алим продолжает: если тот, кто в обмен на высокое положение деньги препятствует исполнению только одного веления Аллаха о наложении наказания за умышленное убийство, заслужит такого проклятия, тогда что же говорить о тех, которые препятствуют исполнению всего законоположения, то есть всего шариата, которые препятствуют исполнению всего шариата, и после этого говорят, что они исламские правители, исламские деятели, они пекутся о мусульманах, когда только за одно препятствие на пути Аллаха, когда ты запрещаешь, чтобы наказали человека, ты уже заслужил проклятие Аллаха, ангелов и его людей. А что же говорит о тех, кто запрещает вообще шариат? Кто говорит, сейчас он не актуален, вводят какие-то новые законы, на них тем более это все ложится. Также не только кто препятствует, но тот, кто дает убежище грешникам. Это тоже к нам относится. Аллах и его ангелы проклинают грешников, которые приносят религии то, что противоречит сунне, бида. Нарушают ее нормы, покушаются на ее законы или укрывают и защищают тех, которые это делают. Даже не только ты, может быть, ты бида не делаешь, может быть, иншаллах, ты ахль сунна, хороший брат, но если ты будешь укрывать, помогать такому грешнику, то и на тебя ложится проклятие. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто совершит грех или укроет грешника, будет проклят ангелами, Аллахом и всеми людьми. Абу Дауд приводит этот хадис, номер хадиса 3797. Также грех, который совершается в Медине, он намного превосходит другие грехи. Это мы отметим, если кто-то поедет в хадж и в Мекку, он должен это иметь в виду. Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, со слов Али ибн Абу Талиб, ради Аллаху анху, приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: Медина от горы Аир до такого-то места является харамом. И тот, кто совершит в ней грех или укроет опять грешника, будет проклят Аллахом, ангелами и всеми людьми. И в день воскресения Аллах не примет от него ни обязательное, ни дополнительное. То есть ни намазы фард, ни даже нафиль намазы не будет Аллах спонтанно принимать. Сахих аль-Бухари, номер хадиса 1870, имам Муслим 1370. Тем более это относится к Мекке, потому что Уммуль-Кура, у нас мать городов, это Мекка, это дом Аллаха. Также требования неверующих показать им ангелов. То есть вот эту тему надо очень хорошо усвоить. Надо знать, когда ты вызываешь проклятие Аллаха. Если ты препятствуешь нарушению, препятствуешь исполнению законов Аллаха спонтанно, укрываешь грешника, помогаешь ему, не объясняешь, не наставляешь его на правильный путь, а просто стоишь на его сторону, ты тем самым заслужишь проклятие Аллаха. Вот многие мусульмане этот вопрос не понимают. Это да, ладно, там одна компания туда-сюда. Нет. Ты уже попал в проклятие Аллаха. Об этом тебе ясно сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Возьми вот этими хадисами тогда и спорь. И неверующие попросили показать им ангелов подтверждение истинности посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И Аллах ответил им, что в тот день, когда Он им это покажет, ничто их не спасет от наказания Аллаха. И Он говорит об этом. Те, которые не ожидают встречи с нами, не верят в встречу, говорят: почему к нам не ниспосланы ангелы? Почему мы не видим нашего Господа? Они возгордились собой и совершили великое преступление. В тот день, когда они увидят ангелов, не будет благой вести для грешников. И скажут им ангелы: нет вам сегодня спасения. Сура Аль-Фуркан, 22 аят. То есть, когда ты увидишь ангела, то почему? Потому что у тебя уже спадет завеса. Ты можешь увидеть или когда умрешь, или когда будет судный день. Назад пути нет. И Аллах Субхану тебе обязательно даст то, к чему ты стремишься, то есть у тебя будет воздаяние. Давайте посмотрим ангелы и другие творения Аллаха. Это то, что касалось людей. На этом, иншаллах, мы закончим тему. Есть у нас носители трона Аллаха. Трон — это величайшее творение Аллаха Субхану. И Аллах Субхану говорит, что трон несут 8 ангелов. То есть есть ангелы, которые у них есть специальная миссия. И вот этот трон Аллаха Субхану
Субхану несут 8 ангелов. И это Аллах Субхану говорит в суре Аль-Хак, 17 аят. Также есть ангелы гор, которые отвечают за горы. И в достоверном хадисе приводится о том, что когда жители Мекки отвергли призыв пророка Мухаммада, саллаху алейхиссалям, это уже после смерти Абу Талиба, и побили его таким образом, что у него текла по ногам кровь, и он был в таком состоянии, что прошло какое-то количество и очнулся только тогда, когда был в тени какого-то облака, поднял голову и увидел Джибраиля, алейхиссалям. Джибраиль сказал: «О Мухаммад, Аллах послал меня к тебе и вот этого ангела гор. Приказывай, и он сделает то, что ты велишь». И тогда ангел гор поприветствовал его и сказал: «Хочешь, я уничтожу их», то есть жителей Мекки и селений. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, смотрите, насколько он милосердный, сказал: «Нет, я лишь прошу моего Господа, чтобы он вывел из их спин, то есть потомство, тех, кто будет поклоняться ему одному», то есть муминов, мусульман. Имам Муслим передает этот хадис 1795, имам Аль-Бухари 3231. То есть он не пожелал смерти, хотя они его оскорбили, побили, выгнали, и он был в таком состоянии, тем не менее он сказал: «Я прошу Аллаха, чтобы лишь бы из них вышло праведное потомство». Ангелы также ответственны за дождь, растения и пропитание. Ибн Касир говорит, что Микаилю, алейхиссалям, поручено следить за дождем и растениями, из которых образуется пропитание на этой земле. У него есть помощники, которые выполняют то, что он им велит по приказу своего Господа, и они направляют ветра и облака туда, куда пожелает Аллах Субхану ва Тааля. Некоторым ангелам поручено следить за облаками. Сунан ат-Тирмизи, за слов Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, приводится хадис о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Гром – это ангел, которому поручено следить за облаками. У него есть огненное орудие, с помощью которых он гонит облака туда, куда пожелает Аллах Субхану ва Тааля». Сахих Сунан ат-Тирмизи, номер хадиса 2492 хадис. И также в другом хадисе Абу Хурайра, ради Аллаху анху, приводит хадис о том, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Как-то раз один человек шел по пустыне и неожиданно услышал голос над собой, раздававшийся из облака: полей сад такого-то, и назвали при этом имя человека. После чего облака двинулись в другую сторону и пролились дождем на черную каменистую почву, а вся вода слилась в один поток», то есть образовался такой небольшой ручей. Путник пошел по направлению ее течения, а через некоторое время увидел человека, стоявшего в своем саду и направлявшего своим заступом воду в нужное ему направление, то есть лопаты. И он спросил его: «Абдулла, о раб Аллаха, как тебя зовут?» Тот ответил: «Так-то», назвав имя, которое путник услышал из облака. Тот ответил: «Почему ты спрашиваешь мое имя?» Тот удивился: «Зачем тебе мое имя?» И путник ему сказал: «Поистине я слышал голос в облаках, из которых пролился этот дождь, велевший им: полей сад такого-то, назвав твое имя. И что же ты делаешь, о Абдулла, о раб Аллаха, что же ты делаешь? Почему к тебе такая милость Аллаха, ничьи сады не поливаются, а к твоему именно притекла вода?» Он ответил: «Раз уже ты спросил, то я отвечу тебе. Поистине, собрав урожай, я смотрю, сколько дал этот сад». Смотрите, насколько, машаллах, он щедрый, насколько благоразумный человек. Собрав урожай, я смотрю, сколько дал этот сад. 1/3 отдаю неимущим. Сразу делю 1 на 3 части. 1/3 отдаю неимущим. 1/3 оставляю для себя и своей семьи, то есть для еды, для продажи, чтобы пропитание было. А 1/3 возвращаю обратно к этому саду, то есть смотрю за этим садом. Передает Сахих имам Муслим, номер хадиса 2984. Насколько почетна роль такого человека, который жертвует на пути Аллаха, кто не жадничает. И даже дождь льется в его саду. Не в саду его соседа, который жадный, а именно в его саду. Поэтому это еще один призыв, чтобы мы жертвовали на пути Аллаха, помогали своим братьям, думали о том, куда мы тратим свои деньги. Не просто взяли деньги и потратили на себя, свою кишку набили. А может быть, эти деньги нам большую пользу принесут. И именно наше имя может быть упомянуто среди ангелов. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит: «И клянусь ангелами, управляющими делами». Сура Назиат, 5 аят. Аллах Субхану ва Тааля также сказал: «Клянусь ангелами, распределяющими удел». Сура Зариат. Вот это что касается ангелов. И тут у нас возникает вопрос, самый главный, которым мы завершим эту тему: кто же лучше, ангелы или люди? Потому что иногда спрашивают этот вопрос, и среди ученых есть разделение. Ибн Касир сказал: мнения людей относительно превосходства ангелов над людьми разделились, и чаще всего этот вопрос обсуждается, среди ученых есть обсуждение. И как известно, Ибн Касир дальше продолжает: первые, когда это было обсуждение, но это не совсем точно, мы сейчас дойдем о том, что и сахабы обсуждали этот вопрос. Был такой халиф, может быть, кто-то знает, Омар ибн Абдул-Азиз, очень праведный халиф, и вот он спрашивал у своих людей. Как-то раз Омар ибн Абдул-Азиз собрал у себя людей, и среди присутствующих был Умайя. И Омар сказал: Аллах никого не почитает так, как он почитает благородных потомков Адама, то есть людей благородных, не просто людей, а те, кто на пути Аллаха стойкие, которые стремятся выполнять то, что велел Аллах Субхану ва Тааля, стремятся поднимать его законы. И в доказательство своих слов
халиф прочитал следующий аят из Корана. «Воистину, те, которые уверовали, совершают праведные деяния, лучшие творения Аллаха». Лучшие творения Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля говорит, сура Аль-Байна, все это знаете, «Инна лазина аману амилу салихати, уляйки ахум хайруль бария». То есть, они лучшие из творения Аллаха Субхану ва Тааля. Умайя ибн Амр ибн Саид согласился с Омаром. Однако Арак ибн Малик, тоже сидел с ним придворный ученый, он возразил ему и сказал: «Аллах никого не почитает так, как ангелов, ибо они служат ему в обоих мирах и являются его посланцами, его пророкам и посланникам». И в доказательство своих слов он прочитал другой аят из Корана. «Шайтан сказал Адаму и Хаве: ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Сура Ар-Рад, 20 аят. То есть не достигли степени ангелов или же не стали бессмертными. Тогда Умар ибн Абдуль-Азиз спросил Мухаммада ибн Кааба аль-Курази: «А что ты скажешь ты, о Абу Хамза?» И он ответил: «Аллах почтил Адама, ибо сотворил его своими руками, вдохнул в него от своего духа, велел ангелам поклониться ему. Некоторых из его потомков он сделал своими пророками не ангелов, а именно людей, посланниками тем, кого навещают ангелы». Таким образом он согласился с Умаром ибн Абдуль-Азизом, приведя и другие доводы. И известно, что некоторые сподвижники тоже вели такие разговоры. К примеру, Абдулла ибн Салям однажды сказал: «Нет создания более почитаемого Аллахом, чем Мухаммад». Его спросили даже Джибраиль и Микаиль, и он сказал тому, кто задал ему этот вопрос: «А знаешь ли ты, кто есть Джибраиль и Микаиль? Джибраиль и Микаиль лишь покорные творения Аллаха, как солнце и луна, и нет создания более почитаемого Аллахом, чем Мухаммад, саллаху алейхи вассалям». Аль-Хаким приводит это сообщение в своей книге Мустадрак, и также считает имам Аз-Захаби. Давайте посмотрим различные мнения по этому вопросу. Доводы тех, кто считает, что праведные люди более достойны создания, чем ангелы. Достойные создания. Довод первый. Аллах велел ангелам поклониться Адаму. Если бы он не был более достойным, чем они, то Аллах не велел бы им пасть ниц, то есть сделать сажда перед ним. И Аллах Субхану говорит: «Вот мы сказали ангелам, поклонитесь Адаму». Они пали ниц, кроме Иблиса. Он отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Сура Аль-Бакара, 34 аят. Но некоторые люди в опровержении этого аята говорят, что в действительности ангелы поклонились Аллаху, а Адам был только киблой, то есть стороной. Любое может быть указание. Вот для них Аллах Субхану избрал Адам алейхиссалям. Но если бы это было так, то Аллах сказал бы ангелам: поклонитесь в сторону Адама. Но он сказал: поклонитесь Адаму. Также второй довод, что это неправильное мнение. Если бы Адам был только киблой, то есть направлением для поклона, то Иблис не отказался поклониться ему, потому что он правильно бы понял. Ну какая разница, в какое направление кланяться? Тебе Аллах говорит, но он понял именно так, что именно Адаму надо кланяться, и поэтому он отказался ему кланяться. Но Адам же не кланялся ангелам. Наоборот, ему и его потомкам было велено нам, альхамдулилля, кланяться только одному Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому этот довод, который берут там заблудшие мушрики сегодняшних дней, которые говорят, можно делать мертвым устазом сажда, можно просить кому угодно, вот, ангелы кланялись Адаму. Нет, именно нам, людям, велено поклоняться только одному Аллаху Субхану ва Тааля. Нам не велено кланяться ангелам. И Адам алейхиссалям никогда не делал сажда ангелам. И значит, мы не должны делать. И никто не достоин нашей сажда, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Этот довод неправильный. Это было прямое указание Аллаха Субхану ва Тааля ангелам, чтобы они поклонились. Но этот довод не относится к нам. Это приказание не относится к нам. А к нам есть тысячи приказаний, которые мы должны выполнять, заключающих в себе смысл, что мы должны поклоняться одному Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому их довод вообще не имеет никакой логики и не выдержит никакой критики. Довод второй. Слова Иблиса, приводимые Всевышним Аллахом в Коране. «Скажи мне, это тот, кому ты отдал предпочтение передо мной». Сура Аль-Исра, 62 аят. То есть этот аят говорит о том, что Аллах предпочел Адама Иблису, когда приказал поклониться ему. То есть он сказал, что он выше тебя по положению. Довод третий. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля создал Адама своими руками, а ангелов при помощи слова. И четвертый, слова Всевышнего Аллаха: «Воистину, я установлю на земле наместника». Я установлю на земле наместника. Аллах Субхану ва Тааля говорит, сура Аль-Бакара, 30 аят. И наместник превосходит, мы все знаем, хаким. Когда амируль му'минин, он ставит в каком-то городе хакима или амира местного, это значит, что этот человек по своему положению превосходит всех остальных живших там жителей. И он управляет ими, и они обязаны ему подчиняться. Это обязанность каждого мусульманина. И каждый нормальный человек вот так только понимает это. Он не говорит, что амир ниже меня, наоборот, это он должен меня слушаться. Нет, мы должны амира слушаться. И Аллах Субхану ва Тааля также говорит, что я установлю на земле наместника, имея в виду человека. И ангелы сказали: неужели ты установишь на ней того, кто будет распространять нечестие
и проливать кровь. То есть они просили, чтобы он им дал на месячицу, так как считали, что это почетная роль. А если бы они так не считали, то они Аллаха субхану ва тааля не просили, чтобы он из их числа выбрал наместника. И мы понимаем, что это довод на то, что Адам был выше, чем ангелы. Следующий довод. Адам превзошел ангелов своим знанием, когда Аллах субхану ва тааля научил его знаниям. И многие ангелы не смогли назвать название многих вещей, а Адам назвал их. Почему? Потому что Аллах почтил его своим знанием. И у него было знание, которое нет у ангелов. И мы говорили, что ангелы, нет у них такой способности самообучаться, только у человека. Он любознательный человек, то есть это мы познаем мир, мы самообучающиеся. А ангелы, они только знают то, что Аллах субхану ва тааля сообщил, все. Сообщил слово, они стоят, ждут следующего. Нет у них способности, они дальше не продвигаются в поиске знаний. А человек, наоборот, он продвигается в поиске знаний. В этом смысле он лучше, чем ангелы. Почему? Потому что он берет знания, постоянно берет, и более того, это приказ, фард для каждого мусульманина получать знания, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, начиная от колыбели, заканчивая могилой. И это показывает, что Адам превзошел их в этом. И Аллах субхану ва тааля говорит, даже сравнивает, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Сура Зумар, 9 аят. В следующем доводе говорит тот факт, само наше существование, нам тяжелее повиноваться Аллаху субхану ва тааля. Тяжелее. Почему? Потому что у нас есть выбор, а у ангелов нет. Уже мы почтены Аллахом. Аллах субхану ва тааля дал на выбор и сказал, что награда за это будет больше. Ангелу легче, у него проблем нет. Он как робот. Ему сказали, он делает все. А вот человек, который избирает для себя праведный путь, он поднимается выше ангелов. Выше ангелов. Почему? Потому что он преодолел более тяжкие препятствия. Он прошел более длинную дорогу, чем ангел, и заслуживает большего поощрения, чем тот же ангел. Поэтому показывает, что степень того, не каждого человека, а того, кто на пути Аллаха усерден, это относится к многим братьям, чтобы мы были усердными на пути Аллаха, выполняли то, что от нас зависит. На сегодняшний день мы стараемся не только не выполнять, мы стараемся оставить многие вещи. Разве мы будем лучше, чем ангел, или довольствоваться любовью Аллаха субхану ва тааля? Надо выполнять, надо стараться и заслужить эту любовь. В следующем доводе Аллах субхану ва тааля хвалится кем? Нами. Иншаллах, нами. Я надеюсь, что нами, праведными рабами, перед ангелами хвалится. И говорит, вот они, посмотрите, они выполняют мои повеления. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, передает Абдулла, возрадуйтесь, это ваш Господь открыл небесные врата и хвалится вами перед ангелами. Он говорит им, посмотрите на моих рабов, они уже совершили один обязательный намаз и теперь дожидаются другого. Вот как мы сейчас, иншаллах. И Аллах субхану ва тааля хвалится перед ангелами. То есть, вот посмотрите, какие мои рабы. Сахих аль-Джами приводится этот хадис. И также приводится со слова Абу Хурайра ради Аллаху анху о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Аллах хвалится стоящим на горе Арафат, это кто в хадж, иншаллах, поедет или кто был, паломниками перед обитателями неба и говорит им, посмотрите на моих рабов, они пришли ко мне, растрепанные и запыленные. Там же Сахих аль-Джами, страница 67. И также этот хадис приводит Имам Хиббан Сахих, Аль-Хаким, Аль-Байхаки в Суннан. Но те же, кто считает, что ангелы лучше людей, приводят другие доводы. Давайте посмотрим. Они говорят, Аллах сказал, приводит хадис, того, кто помянет меня в душе, я помяну про себя, а того, кто помянет меня в обществе других людей и будет распространять знания, будет делать дават, призывать к пути Аллаха субхану ва тааля, то я помяну среди тех, кто лучше их, то есть ангелов. Другой же довод у них, то, что приводят они аят из Корана, говорят, что я не говорю вам, что я ангел, сура Аль-Анам, 50 аят, то есть посланник Аллаха говорил, я простой человек, я не ангел. И также они приводят довод, то, что у многих людей есть пороки, ошибки, им свойственно совершать разные упущения и ошибки. Давайте посмотрим вывод. Вот есть очень хорошее мнение шейхуль ислам ибн Таймия, рахимуллах. Он сказал, что благочестивые люди лучше ангелов с точки зрения того, что их ожидает впереди. Ибо они войдут в рай, приблизятся к Аллаху, достигнут самого высокого положения, их будет приветствовать милостивый Аллах, который еще больше приблизит их к себе и предстанет перед ними. И они будут слушать Его, взирая на Его благородный лик. А ангелы будут служить им с дозволения их Господа. Но ангелы же лучше людей с точки зрения того, что у них есть сейчас. То есть сейчас мы несовершенны. У нас есть ошибки. В данное время ангел лучше нас. Почему? Потому что они лишены всего этого, говорит шейхуль ислам. Ибо они находятся в обществе Аллаха, лишены тех недостатков, которые присущи людям. И они заняты только поклонением Господу. И нет сомнений в том, что их нынешнее положение намного лучше, чем положение людей. Ибн Аль-Каим, рахимуллах, сказал, благодаря этому подробному изложению раскрывается тайна превосходства. Согласуются доводы обеих сторон, каждый из которых права по-своему.
То есть вывод, если человек старается на пути Аллаха, преодолевая препятствия, преодолевая свой нафс, то, что его окружает, он становится лучше, чем ангелы. Потому что Аллах Субхану обещал ему джаннат, свое покровительство, и ангел будет прислуживать ему. Если же он все это преимущество теряет, как безмозглая скотина, Аллах Субхану говорит про таких людей, они подобны скоту и даже хуже, чем скот, теряет весь разум, идет на поводу своих страстей, гонится за этой дуней, за этой жизнью, тогда он опускается вниз. И не только не заслужит никакого удовольствия, не только не вознесется над ангелами, а заслужит наказание, и его за это упекут в джаханнам. Вот что касается ангелов. Поэтому стремитесь, братья, и это должно нас подталкивать к тому, чтобы мы старались на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Старайтесь делать как можно больше дел. А то у нас получается так, что призываешь, но никак не призовешь. Хотя ничего тут такого нету, ничего тут абсолютно нового мы не открываем. Мы лишь пытаемся поддерживать шариат Аллаха Субхану ва Тааля. И каждый из нас должен помогать друг другу. Не отворачиваться, не говорит, он там 3-й, 10-й, я в этот джамат не пойду, если ты видишь, что стараются поддерживать шариат Аллаха, поднимают, единобожие распространяют. Помоги и ты. Будь ты, который начнет какое-то дело. И тогда ангелы будут за тебя ходатайствовать перед твоим Господом, делать за тебя дуа, защищать, окружать тебя, поминать тебя. И будет Аллах Субхану ва Тааля хвалиться именно тобой. Разве есть что-то лучшее, чтобы Аллах Субхану ва Тааля хвалился нами? Каждый из нас мечтает, плачет, читает Коран, но вот вам путь. Аллах говорит, я буду хвалиться перед ангелами, теми, кто богобоязнен, кто покорен мне. Будьте такими, встаньте на этот путь, ничего лишнего не нужно делать. Никто у вас на сегодняшний день ваше имущество не просит, как сахабы ридвануллахи алейхи отдавали свое имущество на пути Аллаха, которые делали такие поступки. Сегодня про это даже речь не идет. Мы элементарные пока вещи делать не можем, мы еще пока очень сырые, наш иман еще не окрепший, но нам нужно его увеличивать, если мы хотим достигнуть положения вот этих людей. А иначе то, что мы имеем, мы просто растратим и пойдем вниз. В исламе нету такого места, чтобы стоял. Как Ибн Аль-Каим говорит, рахимуллах, если человек спустился вниз, он уже наверх по лестнице не поднимется, потому что другой его брат, он будет опережать его, подниматься вверх, и он всегда будет отставать от него. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, сура Аль-Бакара, пусть соревнуются соревнующиеся. Видишь, что твой брат делает, старайся сделать больше его. Не из-за показухи, а для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Тогда он посмотрит тебя, постарается еще сделать. Так мы очистимся. Так очистится наше общество. Вот сегодня тоже, альхамдулилля, очень всем приятно было утром. Первый раз рекорд поставили, 16 человек на утренний намаз собралось. Маша Аллах, такого не было. Обычно с 2 человек начинали, потом считали, сегодня 16 человек пришло. Разве это неприятно? Как любому человеку, мусульманину, когда он видит, что на утренний намаз стоят, пришли сдалека, каким-то образом добрались, и Аллах Субхану ва Тааля облегчил им путь, и они выстояли здесь, конечно, они получат именно ту награду, за сегодняшний день уже вернуть его назад нельзя. Даже если любой из нас захотел бы вернуть, сказать, я тоже хочу, все, дорога закрыта, дверь захлопнута, для тебя уже нет там места, ты уже свое место отдал, ты уже эту награду, кто сегодня был утром, ты ее не получишь. И обязательно этот человек увидит свое воздаяние. Этот, который сегодня пришел, он будет выше, чем тот, кто остался. Опять по возможности. У кого есть возможность, он должен стремиться. По возможности никто не требует невозможного. Но если есть возможность, и ты оставляешь, то мало что можешь сказать, самое мало, что ты неразумный человек. Не стремишься к довольству Аллаха. Стремись, иншаллах, найдешь записанным это у себя в деяниях. Получишь свою книгу с правой стороны, и ты будешь выше, чем ангелы. Вот это что касается ангелов. Вот эту тему мы закрыли, иншаллах. Каждый, думаю, возьмет оттуда пользу. Начнем большую тему, она больше, чем ангелы, это джинны. Джинны, которые окружают нас, это такой же мир, как ангелы, как мы. Мы существуем параллельно, тут никаких проблем нет. Не надо их бояться, надо просто знать, кто вредит, кто не вредит, как относиться к ним, как относиться к верующим, неверующим. Это очень большая тема, интересная. Хотя мы проходим сейчас основу веры, 6 столпов, они не входят сюда, но тем не менее, я думаю, будет каждому полезно, иншаллах.